Якутского Саха-информационного агентства. Многие наши читатели задают вопрос, куда пропадают автобусы в зимнее время. Казалось бы, город Якутск получает огромное количество новых автобусов, однако зимой их или не дождаться, или ездят фактически через большой промежуток времени. Давайте разберемся, что происходит в нашей экстремально зимней температуры с автобусным хозяйством. Мы находимся в диспетчерской МУП ЕПАК, и Степан Макаров, водитель, согласился рассказать, как проходит день водителя перед тем, как он выйдет на линию. Здравствуйте. Первым делом мы получаем путевой лист. Каждое утро перед выходом на линию мы проходим медицинский осмотр. Пока Степан проходил медицинский осмотр, механик-водитель вышел, чтобы провести техническую проверку состояния автобуса. Это обязательная процедура перед тем, как выйти на линию. Однако это двойной контроль. То есть пока механик-водитель проверяет, Степан, пройдя все процедуры, также проверит свой автобус. Вот мы находимся в гараже МУП ЕПАК, и наш главный герой начинает свой рабочий день. Степан, расскажи, пожалуйста, с чего он начинается, какие процедуры в дальнейшем после получения путевого листа? День начинается с проверки масла, двигателей, системы охлаждения. Достаем уровень щуп, проверяем масло. Масло у нас уровень. Также смотрим охлаждающую жидкость. Жидкость охлаждающая у нас находится здесь. Тоже уровень. Нужно ли проверять салон, проходит ли какая-то санитарная обработка? На порядок, да, если имеется пыль, с утра чистится, все стекла проверяются. Пойдемте посмотрим. Да, давайте. Включаем массу. Пуск двигателя. Можем проверить стоп-сигналы, фары. Степан, скажи, пожалуйста, вот ежедневный такой ритуал у вас происходит, однако какое-то техническое обследование, как часто оно происходит? У нас есть такое понятие ТО-1 и ТО-2. ТО-1 в зависимости у каждого от пробега километража. Где-то 5000 километров. Что там происходит? Это шприцовка, осмотр автомобиля. Вот еще есть ТО-2, это 12 тысяч, да, это уже автобус поднимается на подъемник, более так как масштабней, идет замена фильтров, масла, также шприцовка, и всех силовых тяг, проверка. Это касается всех автобусов, новых и старых? Да, конечно. Приходилось ли ездить на старых? Да, конечно, приходилось. Новые, конечно же, маневреннее, легче, уже более современные, так скажем. Старые все равно, это легенда. А как они себя зимой показывают? Нормально справляются? Честно, справились зиму. Все нормально. В связи с тяжелыми нашими климатическими условиями, эксплуатация их намного происходит жестче, так скажем, чем, в европейской части. То есть автобусы, детские, они работают 10-12 часов. Пригородная бригада, автобус работает 16, 15, 18 часов в среднем в сутки. Два водителя, которые меняются. То есть автобус, можно практически сказать, не отдыхает. То есть заглушить мы его не можем. Конечно, это идет амортизация на двигатель, это идет простой автобус, если между сменами на заправке в период обеда или что-то он стоит, то есть это идет дополнительная та же нагрузка на ходовую часть автобуса. То есть, конечно, период летний, там адаптация автобуса. Несмотря на это, то есть автобусы, отработали вот эту зиму, у нас довольно-таки хорошо. А чем это обосновывается? Они какие-то специальные? Нет, автобусы, они, сделаны как на заказ, северное исполнение автобуса, Топливо у него метан, там газовые баллоны, это арктическое исполнение. Несмотря на это, есть в чем-то тоже недостатки. Скажем, в мороз подмерзал газ,
хоть и автобус северного исполнения, немножко мы уже стараемся его тут тоже доводить. То есть ремонтная мастерская сразу определили, пошли, делали утепление, то есть системы подачи газа, да. То есть отказывали котлы. Ну, котлы, конечно, они отказывали, потому что все люки на зимнее время, они все закупорены, чтобы лишний раз не проходил туда холодный воздух. То есть забиваются пылью. Ну, опять происходит чистка котлов. Шланги, ну да, шланги лопались. Делали проверку мы сами, то есть изготавливались они в Якутске, все здесь, да, на месте. В минус 50 градусов он как... Отработав смену, то есть шланг, как будто автобус только вышел в это самое, с теплого бокса, да. Соответственно, это вот пневмобаллоны, когда, ну, это резина, то есть они стоят, втулки, там, сальнички, это вот все, это наши суровые условия, да. Также застилали площадку автобуса полосами, то есть застелив пол, это, ну, градуса 2 плюса придает к температуре, внутренней температуре автобуса. Мало кто из горожан жаловался, проехав на этих автобусах, то есть комфортно, уютно и самое главное тепло. Таких вот больших недостатков в автобусах мы не нашли. С автопарком МУП ЕПАК все более-менее понятно, однако давайте разберемся, что у нас в общем в городе Якутске с автобусным парком. Для этого мы поговорим с заместителем главы администрации города Якутск Антоном Алексеенко. У нас есть перевозки пригородные, у нас есть перевозки внутригородские. Внутригородские перевозки у нас осуществляются силами некоммерческого партнерства «Союзавто» по 18 городским маршрутам. И с прошлого года у нас имеется один муниципальный городской маршрут, маршрут номер 100. Его тоже осуществляет ЕПАК. Что касается перевозок по городскому округу, да, вот 18 маршрутов, 18 юридических лиц, на которых работают отдельные предприниматели. На сегодняшний день вот у нас есть действующая маршрутная сеть, на нее ежедневно выходят порядка 290-285 автобусов. А если говорить о механизме обновления общественного транспорта, ну, подвижного состава, который у нас произошел в 2022 году, да, в рамках юбилейных мероприятий 100 автобусов, да, то у нас 65 машин поступили в автопарк МУП ЕПАК, 55 машин они закуплены по механизму лизинга за счет городского бюджета, мы погашаем эти платежи. Что касается городских перевозчиков, да, они также приобрели свои 35 единиц по механизму лизинга. Поддержка республики здесь была в виде предоставления средств на первоначальный взнос, на каждый автобус 1 200 000 рублей. Остальные же платежи по лизинговым договорам частные перевозчики покрывают за счет своей операционной деятельности. Здесь мы их не субсидируем. У нас перевозки по городскому округу выполняются по нерегулируемому тарифу, то есть мы их не субсидируем. Многие жители, да, особенно с приходом морозов, говорят, им кажется, что становится меньше автобусов. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Здесь очень простая история. Практика закупки новой техники очень характерно показала, да, всю эту ситуацию. Ранее, когда у нас, ну, я расскажу на примере МУП ЕПАК, да, когда у нас на линию выходили старые автобусы закупки 2013 года, 2011 года, да, бывали случаи, когда в день сходило по 16 автобусов. На сегодняшний день, когда мы на 100% обновили парк муниципального перевозчика, исполнение перевозок по пригородным маршрутам составляет 98-99%. Новая техника кратно улучшает качество и, ну, возможность выхода на линию, да, уменьшает количество сходов. Если мы говорим о частных перевозчиках, да, если в день должны выходить там вот 290, на сегодня 292 графика, из них недовыпущено 28. Вот. Понятно, что техника старая в том числе, да, и как раз таки при, ну, экстремально низких температурах риск не выхода на линию и схода с линии, он в значительной степени увеличивается. Да. Поэтому без обновления подвижного состава эту, ну, проблему решить довольно сложно. Да. Ну, то есть, как мы стимулируем? Да? Вот работаем с Минтрансом, работаем по обновлению маршрутной сети, работаем с тарифом для того, чтобы переходим на безналичную систему оплаты, для того, чтобы стимулировать перевозчиков закупки новой техники. Вот. Поэтому, ну, прямая корреляция в этом есть. То есть, проще говоря, пока автопарк не обновится,
такие проблемы, как сходы маршрутов будут? Если мы говорим сугубо о технических причинах, то совершенно верно. Но есть и другая сторона вопроса. Да? На сегодняшний день мы работаем по нерегулируемому тарифу. Если мы говорим о в целом реформе общественного транспорта, да, и о возможности муниципалитета как заказчика регулировать эти перевозки, то мы должны говорить о переходе на систему брутто-контрактов, когда собираемость за оплата за проезд осуществляется заказчиком услуги, допустим, муниципалитетом через отдельную организацию, да, и перевозчику предоставляется оплата за конкретно предоставленные услуги. То есть деньги напрямую от населения, от пассажира к перевозчику не поступают. Тогда мы видим, какое качество исполнения графиков, сколько было сходов, допустим, какой коэффициент технической готовности, и, грубо говоря, за количество проделанных километров, да, перевозчик получает фактическую оплату. Если на линию не вышел, соответственно, оплату за это не получил.